Я хочу сказать, что я от своего имени обратился к президенту Америки Джозефу Байдену, официально с обращением отправил, также вице-президенту Америки, Сенат, Конгресс и мировому сообществу и лидерам государств нашего мира, а также президенту Украины, понимая о 400-летней борьбы, противостояния на передовом рубеже против этой преступной империи зла, чтобы они сегодня таким образом оказали помощь и сопротивлению Чеченской Республики Ичкерия и приняли признание свободы и независимости Чеченской Республики Ичкерия, которым она является уже десятками лет официально, легитимно по всем международным законам. И таким образом признал геноцид, который совершил российское руководство в лице этого преступника Путина и преступным войскам российских войск. Они должны быть привлечены к уголовной ответственности по международным законам и быть должны привлечены к военным Гаагским трибуналам, наказаны по всей строгости, по всем международным законам. За все тяжкие военные совершенные преступления над чеченским народом, над украинским, над грузинским и над другими народами, и которые они по сегодняшний день совершают. И мы никогда чеченский народ и вооруженные силы Ичкерия не оставим и не простим этим проклятым убийцам, этим проклятым военным преступникам, которые совершали такие тяжкие военные преступления над девчонкой военным чеченским народом. Завершая это, я от всей души также поздравляю весь чеченский народ, своих братьев, сестер, а также мировое сообщество с Днем Великой Победы над Российской империей зла, которая происходило и было совершено 6 августа 1996 году. И желаю всему мировому сообществу этот день Великой Победы. И сегодня вместе с украинским народом мы окончательно совершили и одержали великую победу над этой империей зла, чтобы больше никогда не существовала эта империя, чтобы больше никогда не угрожала нашему мировому сообществу. Желаю всему миру процветания, счастья, мира и добра. Альхамдулиллахи раббил аламин. Вся хвала Всевышнему Аллаху. Аллаху Акбар.